Жители не могут записаться к врачам, много недовольных качеством медобслуживания. Кардиолога нет. Еще вот лора нет. Кто попал в антирейтинг? Конечно, проблемы есть в медицине. В поликлинике Зеленодольского района в роли пациента отправился Рамиль Шайдуллин. На помощь к Черному морю. Если не мы, то кто? Татарстан отправил добровольцев особого назначения. Птица, если ее правильно не реабилитировать, она может погибнуть. Чем конкретно будут заниматься наши волонтеры и когда планируют вернуться, узнал Дмитрий Арелин. Он защищал родину в Сталинградской битве. Вывозили раненых, и очень много было эвакуированных. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Шахназаров поделился воспоминаниями. Бомба разорвалась. Волной меня сбило с ног, и летел я за борт. Какой ценой ковалась Великая Победа? Узнала Сирина Васильева. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. 46% пациентов не могут записаться к врачу ни через портал госуслуг, ни в регистратуре. В антирейтинге Бавлинский, Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский районы и Набережные Челны. Жесткая критика в адрес Минздрава звучала на коллегии от Раисы Республики. Эти же районы, кроме Альметьевска, вошли в список с самыми низкими показателями по удовлетворенности медицинским обслуживанием. Сегодня мы решили проверить и в роли пациента отправились в поликлиники Зеленодольского района. Выполнима ли миссия, проверил Рамиль Шайдуллин. Записаться к врачу онлайн, казалось бы, быстро и удобно, ведь все, что для этого нужно, это смартфон, ну или компьютер. Но, к сожалению, не все так просто. В этом мы убедились лично, попытавшись попасть на прием к неврологу в одну из поликлиник, даже не предполагая, что преграды нас будут встречать буквально на каждом шагу. Запись к врачу. Еще в пятницу мы решили записаться на прием к врачу Осиновской поликлиники через приложение услуги РТ. Однако сервис выдал неизвестную ошибку. Запись к неврологу невозможна ни на какую дату. Причину уточняйте в регистратуре. Так мы и сделали. Итак, понедельник, 9 утра. Сначала лопатки болели, за лопатками, где-то посередине спины. Потом шею в плечо отдавал. В регистратуре сообщили, ближайшее окошко у нужного специалиста только через 2 недели. Для этого завтра надо снова прийти в поликлинику и попытаться поймать удачу. При этом все это время мне придется ходить с острой болью. Завтра откройте на 18 каждый день, вот так вот на 1 день вперед открывайте. Надо прям 8:00 уже заходить, записываться. Я пытался уже записаться, но не получается ничего. По совету в регистратуре мы попробовали записаться через федеральные госуслуги. Здесь всплыла другая проблема. Сначала система утверждала, полис не прикреплен к поликлинике и не найден в медицинской системе Татарстана. Затем в списке не нашлось невролога. Записаться удалось только с 3-й попытки, хотя алгоритм был единый. Коллег по несчастью около поликлиники оказалось много. Не могли мы оформить, я не мог. Девчонка тоже не знали, там это, не работало, правда. Хотела вот сегодня опять зайти записаться, уже что-то сбой там выходит. Какой-то, просто нет соединений с сервером выходит. Зашла на прием, сидит, говорит, не могу записать, завис опять интернет. Все. С похожей проблемой сталкиваются не только зеленодольцы. Рустам Миниханов на коллегии Минздрава отметил, с трудностями записи к врачу связана почти половина жалоб в сфере здравоохранения республики. Доступность записи на прием 46%. Неужели мы этот вопрос не можем решить, упорядочить? Есть все информационные электронные системы. Люди мучаются просто из-за того, что у нас эта работа не организована. Согласно данным Народного контроля, за 10 месяцев прошлого года таких обращений было 152. На качество медицинской помощи 289 жалоб. Зеленодольский район фигурирует и там, и там. Причиной местные жители видят в дефиците врачей. 50/50, потому что не все специалисты есть. Каких нет специалистов, мы едем в Васильево. Детских врачей это больше всего, получается, хирург и окулист. Не можем попасть уже, получается, около 3 недель. Для меня надо кардиолог. Кардиолога нет. Еще вот лора нет. А если есть какой-то или приезжает специалист, попасть очень тяжело.
Конечно, проблемы есть в медицине. Похожие проблемы не только в поселках, но и райцентрах. Так, в Зеленодольской первой поликлинике нужного специалиста люди вынуждены ждать по несколько недель. Раньше ведь терапевта буквально 2 часа и, пожалуйста, на прием можно попасть. Полдня узкий специалист может попасть. А сейчас ведь по месяцу ждешь. Может, нехватка врачей, может, больных очень много. Я не знаю, в чем причина. Специалистам не попасть. Электронная запись должна облегчать жизнь пациентам, но пока все наоборот. Причин как минимум 3. Технический сбой электронных сервисов, кадровые вопросы и, возможно, неорганизованность работы в самом медучреждении. В следующих репортажах мы надеемся получить ответы на эти вопросы в Минцифре и Минздраве. Рамиль Шайдуллин, Рамзис Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. 4 пострадавших в страшной аварии в Чистопольском районе доставили в РКБ. Все в тяжелом состоянии. За их жизнь сейчас борются врачи. ДТП произошло в субботу недалеко от села Галактионово. По предварительной информации, виновником аварии стал 36-летний водитель минивэна «Мерседес». Он ехал вместе с пассажирами, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Газелью». Ей управлял 27-летний мужчина. По данным ГАИ, никто из них злостным нарушителем ПДД не является. На кадрах с места происшествия видно, машины превратились в груду металла. Медики скорой помощи госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ 6 человек. В больнице 43-летний пассажир минивэна скончался. В Чистопольскую ЦРБ по линии санитарной авиации были немедленно направлены 2 бригады медицины катастроф для эвакуации наиболее тяжелых пострадавших, а также мультидисциплинарная бригада врачей Республиканской клинической больницы для оказания медицинской помощи на месте. Также вчера в РКБ были эвакуированы еще 2 пострадавших после стабилизации состояния. На данный момент 3 находятся в реанимации, 1 переведен в профильное отделение. Еще одна серьезная авария произошла накануне на трассе Набережные Челны-Сарманово. 28-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой». За рулем была 21-летняя девушка. Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. Судя по кадрам, водитель Hyundai пытался совершить обгон. Сначала он зацепил большой груз, после столкнулся с другой иномаркой и вылетел в отбойник. Пострадали оба водителя, их госпитализировали. С начала года на дорогах Татарстана произошло 203 ДТП с пострадавшими, в них погибли 24 человека. С мокрого снега, ветра и гололедицы на дорогах началась первая рабочая неделя февраля в Татарстане. В ближайшие несколько дней, кроме осадков, ожидаются температурные качели. Днем столбики термометров будут показывать около нуля, ночью до минус 9 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, теплой аномалии, принесшей весну зимой, пришел конец. Нынешнее состояние погоды связывают с феноменом Эль-Ниньо, который повышает температуру воды в Тихом океане. Но его действие подходит к концу, и в силу вступит противоположное ему Ла-Нинья. Напомним, на минувшей неделе были побиты 3 температурных рекорда. По словам специалистов, аномально теплая зима повлияет на рост вредителей. Как сообщают «Известия», летом в 21 регионе, в том числе и Татарстане, ожидается нашествие саранчи. Для борьбы с ними будут созданы специальные отряды. По прогнозу Гидрометцентра страны, лето 25-го может стать одним из самых теплых в истории. Добровольцам СВО теперь не надо писать заявление для получения удостоверения ветеранов боевых действий. Мат-капитал достигнет почти 1 миллиона рублей. Пособия по безработице тоже проиндексировали. Нововведения февраля, которые повлияют на жизнь граждан и экономику страны, в нашем обзоре. Из-за высокой инфляции в России увеличат размер порядка 40 выплат. Это пенсии, пособие на ребенка, мат-капитал в отдельных случаях превысит 900 тысяч рублей. Повышенные пенсии направят всем пенсионерам уже в феврале. Проиндексированные ежемесячные выплаты и пособия в стране получат около 15,5 миллионов человек, в том числе герои Советского Союза, России, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и инвалиды. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет 9900 рублей. Это на 700 рублей больше, чем раньше. Максимальный почти 69 тысяч. Единовременное пособие при рождении ребенка после индексации составит почти 27 тысяч рублей. Вырастут выплаты и по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Сумма достигнет почти 11 тысяч рублей для всех получателей. Заплатят больше и безработным. Минимальное пособие по безработице составит 1613 рублей. Максимальное более 13,5 тысяч. Это пособие временное, его назначают сроком до года. Раньше выплату не индексировали.
Получить положенные льготы станет легче и добровольцам СВО. Статус ветерана боевых действий им присвоят автоматически. Удостоверение они получат в беззаявительном порядке. Раньше для этого контрактники должны были подать заявление. Теперь их оформят на основе данных Минобороны. У наследников будут тщательно проверять документы о родстве. В помощь нотариусам придет единая база ЗАГСа. Нововведение должно усилить борьбу с мошенничеством и желанием незаконно завладеть чужим имуществом. Заключенные в СИЗО смогут общаться со своими адвокатами по видеосвязи. Так, в следственных изоляторах появятся специальные кабинеты, оснащенные камерами и мониторами. С 5 февраля в стране появится реестр мигрантов. Туда внесут иностранных граждан и лиц без гражданства, нелегально находящихся в России. В реестре контролируемых лиц они будут находиться до момента депортации. Главная обязанность таких мигрантов – информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и о причинах, которые мешают вовремя покинуть страну. Новые тарифные ставки начнут действовать для грузовых автомобилей свыше 12 тонн. По системе «Платон» за проезд по федеральным трассам придется заплатить почти 3,5 рубля за километр. Это на 19 копеек больше, чем ранее. С 15 февраля по 30 июня в стране будет действовать тарифная квота на зерно и их вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза. Квота на экспорт пшеницы и меслина более 10,5 миллионов тонн. Для ячменя, ржи и кукурузы – нулевая квота. Такой лимит не ограничит вывоз зерна для оказания международной гумпомощи. С 5 февраля в магазинах начнут блокировать продажи просроченных или нелегальных соков и безалкогольных напитков. Все будет происходить автоматически уже на кассе. Программное обеспечение сделает запрос в систему «Честный знак». Если обнаружится, что товар просрочен или нелегален, в его продаже будет отказано. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань. Для помощи в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море Татарстан отправил специальный волонтерский отряд. 35 человек, большинство студенты-ветеринары. Их сегодня проводили на железнодорожном вокзале Казани. Напомним, в результате крушения танкеров с мазутом пострадала не только курортная инфраструктура, но и фауна. Как показывают соцопросы, каждый пятый казанец ждал отдых на Черном море в этом году. Но теперь каждый шестой из них собирается пересмотреть свои планы. Наш волонтерский отряд сформирован при поддержке Раисы Республики. Птица, если ее правильно не реабилитировать, она может погибнуть. Профессионально спасать пернатых на Черное море отправляется Ксения Агапова, студентка выпускного курса Казанской ветеринарной академии. Она занимается волонтерством и уже на практике научилась, как лечить птиц. Каждый неравнодушный должен принять участие и хоть как-то помочь. Может быть, материально, может быть, вот как мы, например, поехать. У нас сейчас тоже идет преддипломная практика, но тем не менее мы не щадим ни своего времени, ни энергии. Назлыгуль Шакурова тоже учится на ветеринара и занимается волонтерством, посещает приюты республики и помогает животным. Сейчас ей предстоит миссия на Черноморском побережье. Республика Татарстан дала такую возможность, я решила не упускать ее. Вместе с делегацией от Академии решили поехать и помочь животным. Если не мы, то кто? Мы волонтеры Татарстана! При поддержке Раисы Республики в Татарстане сформировали студенческий волонтерский отряд из 35 человек. Отбор прошли подготовленные и востребованные добровольцы из разных городов республики. Счет пострадавших птиц идет на тысячи. На сегодня спасли около 3000 пернатых. Ликвидация ЧС продолжается. Ребята обеспечены проживанием, питанием, обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечены экипировкой от Республики Татарстан. И все это благодаря поддержке Раисы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Ребята будут выполнять разные виды работ. Здесь и помощь животным, птицам, помощь в благоустройстве и уборке пляжной территории. По данным МЧС, уже очищено более 340 километров берега. Собрано почти 200 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас в Краснодарском крае работает множество добровольцев из нашей республики. Нам дадут график, будет с 9 до 16 смена проходить.
час обеда с 12 до 13. Девочки с ветеринарной академии, у них очень много знаний по поводу животных и птиц, они более квалифицированно могут оказать помощь. А мальчишки все такие крепыши, я думаю, что на берегу они справятся с тяжелой задачей. По плану волонтерская миссия отряда продлится 2 недели. Далее, исходя из ситуации, республика готова будет отправить на смену новую команду. Каждый, кто хочет поехать, может пройти регистрацию на платформе добро.рф. Дмитрий Арин, Алмазидинов, ТНВ, Казань. Память погибших солдат в Сталинградской битве почтили в Парке Победы в Казани. Цветы к вечному огню возложили молодогвардейцы, участники патриотических движений и жители города. 2 февраля – дата окончания Сталинградской битвы, День воинской славы. Это сражение длилось 200 дней и ночей. Его называют одним из крупнейших в Великой Отечественной войне и главным сражением 20-го столетия. Сталинградская битва изменила историю и переломила ход Второй мировой. Здесь танковые войска прорвали оборону противника и перешли в контрнаступление. В боях сошли более 2 миллионов солдат, в том числе 100 тысяч татарстанцев. Наши земляки воевали во всех подразделениях. За подвиги в Сталинградской битве жители ТССР стали героями Советского Союза. В их числе снайпер Анатолий Чехов, военачальники Василий Гордов и Борис Шульгин. В этом году отмечается 82-я годовщина окончания Сталинградской битвы. Тот подвиг, который совершили наши предки, и мы не имеем права забывать это. Сталинградская битва, победа в Сталинградской битве привела к тому, что произошел полный перелом в Великой Отечественной войне. И перелом прежде всего не на фронте, а в сознании наших людей. Появилась надежда и вера. Наши солдаты воспряли духом. Мы не должны с вами про это забывать. Мы с вами должны свято чтить память тех, кто пал, защищая нашу свободу и независимость в Сталинграде, и всячески помогать тем, кто сейчас защищает интересы нашей Родины. Наша программа открывает новую рубрику «На службе Отечеству». Она посвящена объявленному в России и Татарстане году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Сегодня герой нашего репортажа – ветеран Александр Рубенович Шахназаров. Он участник Сталинградской битвы. На фронт попал 15-летним подростком. За проявленное мужество и отвагу наш герой удостоен свыше 30 наград. Она память того времени, которое очень было сложным. Александр Шахназаров с особым трепетом относится к каждой своей награде. Его голубой китель полностью усыпан медалями. Последнюю из них в честь 80-летия Победы участник Великой Отечественной получил из рук Рустама Минниханова. Он с улыбкой каждому все это вручал. Такое торжество! Во-первых, гостями были все министры, все генералы, которого в Казани служат, величественное было. Александр Шахназаров – уроженец Астрахани. В роковом июне 1941-го его семья сталкивается с двойным горем. Сначала умирает отец, через 5 дней начинается война. Мы в таком горе, и тут второе горе сразу на это. Это было тяжело, очень тяжело, потому что мы испытывали только что проводы отца, а ему 50 лет всего было. Сначала мы как-то к этому отнеслись, ну, мол, это быстро закончится. Финская война была и А потом пошли эвакуированные. И тут они уже начали рассказывать. Тогда ему было 15 лет. В 1942-м его включают в состав Волжской военной флотилии и отправляют в Сталинград. Под постоянной бомбежкой он перевозил раненых солдат и эвакуированных. В котельную бежал, и в это время бомба разорвалась. И волной меня сбило с ног, и летел я за борт. Если бы улетел, значит, все уже. Но по пути попался горбыль. И вот я ударился в него. Я потерял сознание, конечно. Меня отнесли в каюту. Через сутки приходят: вставай, некому на вахту. Надо идти. При нас зашел Карл Липкнехт.
это пассажирский большой пароход, полных раненых. Он пришел заправляться. Мы вышли, потом нам говорят, Карл Либкнехт нарвался на мину. За плечами Александра Шахназарова 33 года службы в рядах Красной Армии, 25 лет работы в Казанском Суворовском училище. Среди его выпускников 1 герой Советского Союза и 8 героев России. Один из них Валерий Герасимов, начальник Генштаба страны. 2 десятилетия Александр Рубенович работал завкафедрой КАИ. На заслуженный отдых вышел только на 70-м году жизни. Сейчас ему 98. «Я прожил счастливую жизнь», делится наш герой. Ты живешь в этой стране, ты обязан этой жизнью, этой стране, а не какой-нибудь другой. Любить свою родину в первую очередь. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Набережных Челнах вручили медали за укрепление боевого содружества генеральному директору группы компании «Профит» Марселю Мингалимову и учредителю торгового дома «ТЭМ» Фаилу Шарифуллину. Награда учреждена Министерством обороны России за содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы страны. Вручая медали, мэр города Наиль Магдеев напомнил, с начала СВО Набережные Челны направили более 1000 тонн гуманитарной помощи. Дух взаимопонимания, поддержки, сопричастности ко всем сложным процессам, которые происходят с нашей страной, он, безусловно, нужен для нашей страны. И наша с вами задача, коллеги, вот этот дух взаимопомощи, понимания и поддержки постараться сохранить и после завершения специальной военной операции. Рынок ипотеки в Татарстане рухнул, но не умер. Жители республики покупают квартиры в кредит, даже по ставке в 30% годовых. Реальное время выяснило, что движет столь отчаянными заемщиками и не грозит ли их решимость волной неплатежей. Читайте сегодня в интернет-газете. Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался основатель еврейской национально-культурной автономии Татарстана Михаил Скоблеонок. Он был предпринимателем, активно занимался общественной и благотворительной деятельностью, способствовал сохранению еврейских традиций в нашей республике. Благодаря его усилиям еврейской общине Казани вернули здание синагоги. Построена общеобразовательная еврейская школа. На международный уровень вышли фестивали еврейской музыки. Прощание состоится завтра в Михайловской усадьбе в 10 утра. Более 500 тонн сырья и продуктов забраковали в лаборатории Департамента питания Казани за прошлый год. Также служба санитарного контроля совершила 1700 проверок санитарных норм в детских садах и школах и провели обучение персонала пищеблоков. Об этом сегодня заявили в мэрии. В этом году в 12 казанских школах обновят столовые. Их переформатируют в рестораны. Для каждой будет разработан индивидуальный дизайн-проект. На это из бюджета республики выделили больше 270 миллионов рублей. Модернизация столовых позволяет не просто привести в порядок инженерные сети, оборудование, сделать комфортным обеденный зал, но и за счет более эргономичных решений увеличить вместимость столовых. Но самое главное, сохраняется основная задача для департамента – это качественно, вкусно и полезно кормить 308 тысяч своих клиентов в школах, детских садах и больницах. Вложил деньги на счет и получил миллион. Акбарсбанк к Новому году приготовил для своих клиентов новый сюрприз. В акции «Миллион к вкладу» приняли участие 32 тысячи клиентов банка. Кто стал миллионером, узнаем в следующем сюжете. По условиям акции в розыгрыше участвовали клиенты Акбарсбанка, которые открыли в банке срочный вклад на сумму от 100 тысяч рублей. Итоги розыгрыша подвели 17 января. Победителей выбирали с помощью генератора случайных чисел. Помимо главного приза разыгрывалось еще 10 призов по 30 тысяч рублей. Максим Владимирович, поздравляю. Спасибо за выбор Акбарсбанка. Среди 32 тысяч участников победой главный приз 1 миллион рублей достался жителю Казани. Сертификат миллионеру вручили в одном из офисов Акбарсбанка. Эмоции зашкаливают. Снова положу на вклад в Акбарсбанке, потому что сейчас очень выгодный процент. И поэтому пусть деньги работают. Вознаграждения будут переведены на счета победителей, открытые в Акбарсбанке. Мы регулярно предлагаем выгодные акции нашим клиентам. Например, сейчас, став обладателем Акбарс-карты, вы можете получить до 50% кэшбэка за покупки в маркетплейсах. Живите лучше с Акбарсбанком. Ждем вас в наших офисах. Запись трансляции можно будет посмотреть на сайте банка и в официальной группе ВКонтакте.
День открытых дверей прошел в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Познакомиться с вузом приехали сотни будущих абитуриентов из разных городов страны. Что предлагают в татарстанской спортивной альма-матер в нашем материале? Или же можно все-таки перейти после 9-го и обучаться? На день открытых дверей в университет приехали сотни ребят со всей страны. Экскурсию для них проводят студенты. Будущим абитуриентам показали музей вуза, аудитории, спортивные залы. Рассказали о направлениях подготовки. Больше всего привлекло сюда. Хочу поступать на тренера, плавание. Я сама занимаюсь этим видом уже около 10 лет. В этом учебном году в университете увеличилось количество бюджетных мест. Здесь готовят спортсменов и тренеров по 25 видам спорта. Появляются и новые направления, в частности, IT-направление, подготовку по которым ведет кафедра информационных систем и фиджитал-спорта. Это направление достаточно новое, мы будем набирать только 3-й год, и в этом году у нас уже появились бюджетные места. Много приходит ребят, кто занимался спортом, но их интересует информационная система, технологии. В вузе учатся более 4000 студентов из 83 регионов России и 17 стран. Для них есть учебно-лабораторный корпус, жилой кампус и 8 высокотехнологичных спортивных объектов. Вуз стал кузницей мастеров спорта, победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира. Самое главное мероприятие в истории нашего университета – это международная студенческая универсиада 2013 года, которая и стала тем основанием, фундаментом, на котором наш вуз пережил свое второе рождение. Сегодня наш вуз – это 310 тысяч квадратных метров. Следующий день открытых дверей в вузе пройдет в апреле. Минусовые температуры и снежная погода будут благоволить намеченным на эту неделю лыжным гонкам. С 5 по 9 февраля в Казани пройдет чемпионат Приволжского федерального округа. В субботу состоится лыжня России. Основные забеги на 3 площадках. В Горкинско-Аметьевском лесу, в Березовой роще Дербышек, на стадионе «Локомотив», в пойме Казанки на Гаврилова. В связи с малым количеством снега старт не состоится, сообщили в мэрии. Особенностью этого года станет ретро-забег и гонки, посвященные году защитника Отечества и 80-летию Победы. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ, ТНВ Татарща. Здесь вы найдете еще больше информации, сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Айда Здравур для ваших кур. Яиц горы даже в зимнюю пору. Кормовая добавка Здравур Несушка. Принцип действия простой. Яйца летом и зимой. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Хотите оставить детям наследие, а не долги? Инвестиции с финансовым домом «Амаль» помогут. Звоните по номеру на экране. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Здравствуйте! С погодой на 4 февраля познакомлю вас я, Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки в республике характер погоды начнет меняться. Подробнее после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Узнайте подробности и записывайте цветомер по телефону 2 167 166 или приходите по адресу Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Богатых Сабах, Арске будет облачно. Ожидается слабый снег. Температура днем 1-2, ночью 4-5 градусов мороза. В Буинске, Камском устье и Тетюшах будет облачно. Снег. Температура днем -1-2, ночью -4-5 градусов. В Чистополе, Черемшане и Новошишминске будет пасмурно, пройдет снег. Температура днем от 1 до 2, ночью от 4 до 6 градусов ниже нуля.
В набережных Челнах, Нижнекамске, Агрызе облачно, осадки в виде снега. Температура днем от 1 до 2, ночью от 4 до 6 мороза. В Альметьевске, Лениногорске и Урусу пасмурно, снег. Температура днем 1-3, ночью 5-7 градусов со знаком минус. В туристических городах республики температура тоже понемногу начнет снижаться. В Свияжске днем 1 градус, ночью 3 градуса мороза. Будет облачно, пройдет слабый снег. В Болгарах облачно, снег. Температура днем 1, ночью 4 градуса ниже нуля. В Елабуге пасмурно, снег. Днем 1 градус, ночью 5 градусов ниже нуля. Для поддержания здоровья, особенно в зимние месяцы, фабрика здоровых продуктов предлагает вам попробовать свои согревающие чаи, волшебные сиропы и масла, натуральную косметику. И вся эта продукция наша, родная, из Лаишева. Приобрести продукцию можно по QR-коду на экране. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки». В строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро Горки. Узнайте подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». В Казани будет облачно, пройдет снег. Температура днем 0, ночью 3 градуса мороза. Атмосферное давление выше нормы, оно составит 766 мм ртутного столба. Ветер восточный около 3 метров в секунду. Влажность 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Удачного начала рабочей недели. Всего доброго.